Предки кумыков, кумыкские племена, обитали на этой территории издревле. Во всяком случае, в первых веках нашей эры уже фиксируются они в составе гунских племен. Далее существовало государство Хазария, в составе которого также находились кумыкские племена. Наш язык, кумыкский язык, он как раз и относится к тем, хотя он называется кипчакской группой, но он из группы хазарских языков. Поэтому вот с небольшой такой ремаркой я бы хотел перейти уже непосредственно к теме моего выступления. Речь идет об этническом самосознании кумыков эпохи Султанмута. Этническое самосознание – это то, как народ воспринимает сам себя. И вот в связи с этим мне бы хотелось несколько эпизодов привести из, соответственно, исторических сочинений, которые фиксировали наличие кумыкского этнического самосознания в ту отдаленную и даже более ранние эпохи. Это, начало фиксации кумыкского самосознания восходит к самому самоназванию народа, или, как ученые говорят, этнониму. Этноним кумык является первым фиксированным этнополитонимом Дагестана, относящимся к VII веку нашей эры. Этнонимы других народов Дагестана, такие как лагз, авар, хайдак, были известны в качестве таковых только с IX-X веков. По мнению Харуна Рашида Гусейнова, мы ожидали, что и он прибудет на нашу конференцию. Этноним кумыков в его современном звучании «гумук» имеет древнебулгарское происхождение и означает «оседлый». С XIII века в письменных источниках встречается форма этнонима, близкая к современному самоназванию кумыков – «кумук». Этот термин зафиксирован в сочинении известного путешественника, итальянского путешественника Плано Карпини. Другой путешественник, Гильом Рубрук, называет также, можно сказать, форму, близкую к кумыкскому эндоэтнониму, каманы капчат. Скорее всего, речь идет о каманах, то есть западноевропейское название кипчаков. В XIV веке термин «гази-гумуклук» зафиксирован в труде историка Низам-ад-Дина Шами, сопровождавшего в завоевательных походах знаменитого полководца Тимура. Далее, в XIV-XV веках, по компетентному мнению уважаемого нашей, исследовательницы, профессора Сакина Шахамедовны Гаджиевой, написавшей замечательный труд о кумыках, историко-этнографическое исследование. Труд ее выставлен в Национальной библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки. И далее он был переиздан среди других книг. По ее мнению, кумыки представляли собой народность феодального типа со сложившимся самосознанием уже к XIV веку. Этноним кумык в форме, близкой к самоназванию, по справедливому замечанию Салава Алиева, впервые использован для обозначения своего этноса средневековым кумыкским поэтом XV века Уму Камалом. В османских, турецких имперских посланиях XVI века кумыкский шамхал именуется «Кумук векайтак хакими», то есть в форме, близкой современному самоназванию этноса. Это выявил наш уважаемый политолог, редактор газеты, главный редактор газеты «Елдаш» Камиль Алиев. Западноевропейские средневековые путешественники также фиксируют наличие этнонима «кумук» на Северо-Восточном Кавказе. Он упоминается в источниках начала XV века, например, в труде Галифантибуса. Со второй половины XVI века упоминание о кумыках и их стране чаще встречается все чаще встречается в западноевропейских, русских, османских письменных источниках.
ну я тут не буду перечислять, тут довольно много их. В местной, широко известной исторической хронике рубежа 16-17 веков Дербент-Наме, автором которого является кумык Мухаммад Аваби Ахташи, также упоминается страна кумыков, под которой подразумевается территория северных кумыков, Засулакская Кумыкия. Вот, перевод, значит, и издание этого произведения осуществил наш уважаемый, большой, я бы сказал, даже великий ученый, присутствующий здесь, Хасан Уразаев. В ближайшее время выйдет книга, значит, Дербент-Наме на языках народов Дагестана, где будет представлен и вариант издания Дербент-Наме на кумыкском языке. В первой трети 17 века название кумыков в форме кумыкен зафиксировано у немецкого поэта Пауля Флеминга, путешественника, возвращавшегося в 1638 году из Персии по землям, цитирую, по землям дагестанских кумыков, вот, о которых, стихи которого так, по-моему, очень красиво нам продекламировал наш уважаемый Айгум. Эти внешние названия, восходящие к самоназванию кумыков, свидетельствуют о достаточной известности кумыкского этноса не только в местном, но и в русском, а также турецком и западноевропейском общественном сознании 16-17 веков. Одной из причин относительно широкого распространения этнонима, то есть названия народа кумык на Северном Кавказе, были кумыкские анклавы, расположенные здесь примерно 17 века, а возможно и более раннего времени, такие как Карджут, Карачай, Кизлярские кумыки в Северной Осетии, Брагунские кумыки в Чечне и так далее. Существовавшее самоназвание племен предков кумыков нашло отражение в письменных источниках через названия, данные со стороны. Эти названия были признаны этносом как синонимически приравнены к самоназванию, поскольку были близки им по форме. Важную роль в поздней средневековой политической, экономической и культурной жизни Дагестана играли относительно крупные населенные пункты кумыков: Тарки, Улубуйнах, Капир-Кумук, Капчугай, Кумторкала, Башлы, Маджалис, Кайкент, Утамыш, Большое Казанище, Нижний Джингутай, Карабдагент, Какашура, Дургели, Индирей, Яхсай, Костек, Кизляр, Брагуны и другие. Эти пункты были центрами феодальных образований, служили не только торгово-обменными центрами с еженедельными базарами, о которых рассказывала нам Елена Иноземцева. Вот. Здесь происходило и общение на старокумыкском языке представителей как самих кумыков, так и других этносов Дагестана. Они были также распространителями арабо-мусульманского образования. Именно в них продолжало развиваться и укрепляться этноконфессиональное сознание кумыков. При этом надо помнить, что лишь к концу XVI века ислам обретает статус официальной религии шамхальства, а затем и других дагестанских феодальных владений. Наличие и укрепление государственности кумыкских племен послужило основой формирования средневекового этнического самосознания кумыков. Традиции государственности, я завершаю, традиции государственности, сложившиеся в средневековый период, были продолжены, когда появились такие политические образования, как Тарковское шамхальство, Мехтулинское ханство, Эндреевское, Костыковское, Аксаевское владение, Белики. Ну и вот мне бы хотелось, конечно, один пример очень характерный привести по поводу, значит, событий, связанных с, значит, если вы разрешите, буквально 2 минуты, связанных как раз со временами Султанмута. Вот. Известный путешественник Адам Алиари, путешествовавший в 1636 году, значит, по Кумыкской равнине, в русской крепости Терки, значит, присутствовал на банкете, ну, на, как говорится,
как сейчас называют, да, и тогда, значит, там же находился брат Шамхала Тарковского Мирза. Он отказался встать и выпить за здоровье великого князя Московского. А речь идет о династии, значит, Романовых, первом русском царе Михаиле Романове. И вот на вопрос, разве он не знает, в чьей он земле находится, спросил его вот комендант Кизлярской, заговорился, Терской крепости. Мирза, брат Шамхала, дерзко ответил, что еще сомневается, находится ли он в земле великого князя или в своей собственности, ибо Терки и вся эта область недавно еще принадлежала татарам, заключает Адам Алиари. Сведения о Ляре и ответ брата Тарковского Шамхалу, значит, брата Тарковского Шамхала, коменданту русской крепости Терки, построенной на кумыкской территории, не оставляет сомнений в существовании четко выраженного этнического самосознания у кумыков, зафиксированного письменным источником первой трети 17 века. Это первый, кстати, и единственный пока зафиксированный документ, свидетельствующий о наличии этнического самосознания у кумыков и вообще среди народов Дагестана. Тем более, что существует масса, значит, ну, скажем так, сознательных подтасовок, где говорят о том, что этническое самосознание народов Дагестана появляется лишь в советский период. Это говорят и московские ученые, и те, примкнувшие к ним, значит, исследователи, когда-то жившие и работавшие в Дагестане. У меня все. Спасибо за внимание.